Здравствуйте, я Фомина Ксения, учащаяся лицея номер 1 небольшого городка Усолье-Сибирское, которое находится недалеко от реки Белой, где сейчас ведутся раскопки стоянки древнего человека. Когда кончится война, вернемся мы сюда, пройдем по этим местам. Кто остался в живых? И позовем лучший симфонический оркестр. Трава пахнет горечью, молодые ветра зелени, просыпаемся мы. Баба, а что случилось? Это же просто фильм. Это военный фильм. Фильмы про войну всегда вызывают слезы. Тяжело их смотреть эмоционально. У нас же в семье в 1941 году все мужчины были взяты на фронт. Дед наш погиб, моей мамы, отец. Расскажи мне, пожалуйста, что о нем известно. Он был хорошим работником. Жили, надо фотографии достать вот из шкафа. Сейчас достану, покажу. Смотри, вот фотографии, альбом баба Галя нам сохранила. Альбом свой, старинный. И тут фотографии военные. Давай смотри. Ой, и альбом, и письма с фронта. Вот, погляди. Вот, какой он молодой, уходил на фронт. У него дома осталась жена, 4 детей. 5-й ребенок родился, когда он уже на фронте был. Он очень любил жизнь, любил детей своих. Но, к сожалению, получилось так, что он погиб. Ничего же не известно, как вот прошли его военные годы. Последнее письмо из Германии перед его смертью написано. Ну, это все, конечно, надо прочитать, посмотреть. А ведь мы не знаем, где он похоронен, когда он погиб и как он погиб. И, в общем-то, мы не знаем его боевой путь. Не переживай, давай я тебе помогу восстановить его полностью боевой путь и отыскать, где он похоронен. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Это явилось отправной точкой для моей исследовательской работы о фронтовой судьбе Давыдова Андрея Сергеевича и его вклада в освобождение нашей страны от фашизма. Я восстановила 1530 дней боевого пути моего прапрадеда. Сделав запросы в Подольский Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации и изучив архивные справки и документы, узнали, что в ряды Красной Армии Андрей Сергеевич был призван 9 июля 1941 года Иркутским военкоматом. В сентябре принял военную присягу. Боевой путь начал под Сталинградом, стрелком 149-го стрелкового полка, 49-й стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии. С 15 декабря 1942 года сражался на Сталинградском фронте, в Котельниковском направлении. Участвуя в Сталинградской битве, 29 декабря пропал без вести возле деревни Нижние Черни, а в книге «Память» в Восточной Сибири указано, что это дата смерти. Выяснилось, что 5 января 1943 года Андрей Сергеевич был ранен и находился в госпитале номер 4421 города Красноармейска. Мой прапрадед смог выжить, устоять против неравных сил противника, чтобы в 1943 году начать наступательные операции по всем фронтам. В феврале Андрей Сергеевич прибыл в 489-й армейский минометный полк, в котором воевал до Дня Победы, в должности кладовщика взвода боепитания. В мае Андрей Сергеевич назначается на должность лабораториста склада боепитания. В июле принимал участие в Миусовской операции.
с августа в Донбасской наступательной операции на Южном фронте. С осени в должности химического инструктора сражался в битве за Днепр на 4-м Украинском фронте. С марта 44-го воюет на 3-м Украинском фронте. В августе принимал участие в боевой операции на реке Днестр. Проанализировав сайты архивов Министерства обороны Российской Федерации, узнала, что Андрей Сергеевич был награжден медалью за отвагу за взятие города Кишинева. С 30 августа 44 года освобождал Польшу на Первом Белорусском фронте. За участие в Висло-Одерской операции в феврале 45-го был награжден орденом Красной Звезды. В семье сохранилась газетная вырезка из Восточно-Сибирской правды. Награда ждет героя, в котором первым числится мой прапрадед. Самым тяжелым на войне для прапрадеда было беспокойство за свою семью. Он видел страшные картины на Сталинградском котле, на Украине, Польше. То, что оставили после себя фашисты. Разруху, смерть. У него болела душа за оставленную дома семью. В письме от 8 января 1945 года пишет: «Меня интересует, как учатся мои дети, и более всего Галя, ведь она, пожалуй, теперь стала взрослая, чем интересуется, читает ли какие книги». 16 апреля 1945 года Андрей Сергеевич участвовал в Берлинской операции. С 27 апреля по 2 мая в штурме взятия Берлина, ведя сокрушительный минометный огонь по зданиям Рейхстага и Гестапо. 1 мая Красная Армия водрузила знамя победы над Берлином. Мой прапрадед стоял на ступеньках Рейхстага, и 9 мая в Шеневайде праздновал День Победы. В июне 1945 года на базе 489-го полка организовался 2025-й гаубичный артиллерийский полк, который в июле передислоцировался в Бернау. В течение лета Андрей Сергеевич отправляет родственникам письма и фотографии. 16 сентября 1945 года Андрей Сергеевич получил смертельное ранение в шею. Это было его последнее письмо. «Живу казарменной армейской жизнью при военном городке и с окончания войны на Востоке, полагаю, к ноябрю должен быть дома». Так закончилась военная история моего прапрадеда Давыдова Андрея Сергеевича, ефрейтора, химического инструктора, 489-го армейского минометного Кишиневского краснознаменного ордена Кутузова 3-й степени полка 5-й ударной армии. Для нашей семьи долгое время оставался открытым вопрос о месте захоронения прапрадеда в Германии. Выяснилось, что администрация земли Браденбург нанесла имя Давыдова Андрея Сергеевича на мемориальную плиту воинского кладбища в городе Бернау. Память о прапрадеде увековечена и в селе Большая Речка, где установлен мемориал памяти героям-землякам, павшим в Великую Отечественную войну. В результате проведенной работы я сумела восстановить биографию героя нашей семьи, которая тесно связана с историей нашей страны и с историей Великой Отечественной войны. Исследуя фронтовую судьбу Андрея Сергеевича, я сумела восстановить боевой путь 489-го минометного полка, где служил мой прапрадед, и подготовить памятный альбом «Великая Отечественная война. Судьбе Давыдова Андрея Сергеевича». Этот памятный альбом может быть использован на уроках истории или стать основой музейных экспозиций или школьных выставок. Пусть моя написанная работа будет благодарностью за безоблачное детство, а его подвиги будут передаваться в нашей семье следующим поколениям. И в благодарность своему прапрадеду я стала волонтером Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Знаковым для меня было участвовать в акции «Блокадный хлеб», вручать юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны. В мае я была модератором акции «Бессмертный полк онлайн», а сейчас участвую в акции «Мы вместе», помогая пожилым людям в период пандемии. Ежегодно участвую в памяти акции «Бессмертный полк». Общественная работа не мешает мне с начальной школы учиться на отлично и побеждать в олимпиадах, научно-практических конференциях и тематических конкурсах. Кроме основного образования, год назад я с отличием закончила детскую художественную школу города Усолье-Сибирское. О моих успехах и достижениях можно прочитать в лицейской газете «Лики». Сегодня мечтаю побывать на могиле своего героического прапрадеда в Германии, привезти горсть родной земли и поклониться его праху. Чтобы историю невозможно было переписать, ее нужно сохранить. В Сибири не было войны, но бесконечно павших списки. В Сибири не было войны, но в каждом парке обелиски. В Сибири не было войны, но ширилась Сибирь полками. И лучших воинов страны с тех пор зовут сибиряками.